Вітаю, шановне гаспадарства, і зноў жывая трансляцыя радыё Свабода. Гэта ўжо наш чацвёрты стрым за апошнія суткі. Цяпер мы знаходзімся ў Лідзе, у Городзенскай вобласці, дзесьці ў 120 кіламетрах ад горадні. Тут праходзіць таксама пікет у падтрымку Святланы Ціхановскай, як і праходзілі ў горадні, дзе мы уключаліся раней. І нягледзячы на дождж, некалькі соцень людзей сабраліся у чэргі і каб падпісацца за Ціхановскую. Самая апошняя і важная навіна — гэта про тое, што стала вядома літаральна 10 хвілін таму пра тое, што заведзена крымінальная справа па учорашнім інцыдэнце ў горадні за напад на міліцыянта і нанесенне яму цялесных пашкоджанняў. Гэта крымінальны артыкул, і ён прадугледжвае пазбаўленне волі да 5 гадоў. Гэта самая абмяркоўваемая навіна. Можам пагаварыць пра гэта з людзьмі, што яны думаюць на гэты конт тут у Лідзе. І чаму, не гледзячы на дождж, вось стаяць у такіх доўгіх чэргах. Добрый день. Добрый день. Это Радио Свобода, живая трансляция. Скажите, дождь не полохає вас? Ні, чому ж я маску скинув для такого випадку. Що не може сполохати. Пора вже щось міняти в цьому житті. І тому для цього ми прийшли сюди. Дякую. Скажите, ці ви ведаєте апошнія новини з горадні про кримінальну справу? Що думаєте на гэты конт? Ну, я думаю, што гэта смешна ўвогуле, і гэта страшна. І трэба гэта спыніць неяк, тому што так працягвацца не можа больш. Скажите, для Ліды падобная актыўнасць, вось як сёння бачыце, ці гэта характэрна для гэтага горада? Ну, наколькі я ўжо тут 10 год жыву, але я больш зараз знаходжуся ў Менску, тому што вучуся. Ну, я скажу, што гэта, мабыць, упершыню. Там былі некаторыя такія маленькія акцыі, калі хацелі інтэграцыю з Расіяй вось гэта зрабіць. Ну, я тады удзельнічала ў Мінску, але ўсё ж былі там некалькі чалавек збіраліся і ў Лідзе. Ну, але гэта новае. Я думаю, што гэта найлепшае. Добра, дзякуй вялікі. Добрый день. Это Радио Свобода, живая трансляция. Лида подарила нам, для Сергея передали. Они вообще молодцы. Представляете, насколько здесь талантливые люди живут, да? Вот вы уже приехали позже, а здесь в действительности очередь стояла до вот того перекрестка. То есть люди пришли, они стоят под дождем, они поддерживают. Это вообще супер. Лида очень сильный город. Они все пришли сюда. И очередь, пускай она стала меньше из-за дождя, но она постоянно держится на одном и том же уровне. То есть сколько людей подписалось, столько людей еще и пришло. Лидчане молодцы. Скажите, а вы из инициативной группы Светланы Тихановской? Да. Я координатор города Минска. Расскажите, у нас не было, что тут отбывалось несколько годинов до этого? Говорю, здесь очень большая очередь стояла. То есть намного больше, чем это. Вы представьте, сейчас работает 6 столов, да, которые записывают постоянно по 2 человека на стол. Это как его очередь стояла, ну, я не знаю, здесь получается метров, наверное, 300-400. И это не одна очередь, а 5 очередей. То есть умножайте на 5. Вот считайте. Вы уже реально поздновато приехали. И погода испортила, конечно, ситуацию, но люди все равно приходят. Как-то так. Скажите, до якого часу планується збор підписів тут, як і заплановано? По ЦИКу разрешено до 22:00. Мы будем собирать до последнего человека. Скажите, ці ви чули вже ось про новини з кримінальною справою магчимою?
Что думаете на гэты конт? Там до 5-6 годов позбавления воли. Вы же ж видели сами, это была чистая провокация. То есть там никто его не тронул, а человек сам упал. То есть, честно говоря, Светлана Тихановская сегодня ночью ответила, что она собирается писать жалобу в ЦИК и собирается писать жалобу на исчезновение мужа. Почему? На похищение. Ни один из милиционеров не представился. Куда его забрали, она не знает. Она звонила в разные РОВД, ей информации не дали. Все, что я знаю. Но это на момент 12 часов дня. Это вот эта вот информация. Дальше я не в курсе пока. Як ви думаєте, як представник ініціативної групи, координатор по Менску, яким чином паўплываюць вось гэтыя падзеі, учорашнія і сённяшнія, на дальнейшую кампанию? Власть добивалась, но из-за ее действий людей стало еще больше. Лида поднялась. Вот чего добилась власть. Я считаю, что они думали, что если Сергея, грубо говоря, они посадят, то люди не выйдут, а люди все равно вышли, и их вышло еще больше. Адвортный эффект, думаете, спрацаваў? Я думаю, да, сработал обратный эффект, и они сами не ожидали того, что они сделали. Вот. Здесь сегодня, благо провокаций, таких сильных не было. Вот. Было несколько человек, такие, чуть-чуть, да. Вроде как, за нами раньше наблюдали сотрудники, но на данный момент я их не вижу, не наблюдаю. То есть, видимо, команда была отбой. То есть они, наверное, поняли, что чем больше они нас прессуют, тем больше людей выходит. А им это невыгодно. Следующий шаг, который мы ожидаем, что они будут пытаться всячески нам запретить собирать подписи через ЦИК. То есть это следующий шаг, который мы уже ожидаем, предвидим и готовимся к этому шагу. И если они думают, что мы не готовы к этому шагу, то они глубоко ошибаются. Апошняе пытанне. Вось учора не адзін Сергей, але яшчэ некалькі прыхільнікаў з ягонай караваны былі затрыманы. Але ці ён працягнуў сваю дарогу? Караван, з якімі яны ехалі. Ці гэтыя людзі, частка этих людей все равно приехала сюда у Лиды? Все равно приехали. Приехали, но вопрос в чем? В том, что вы же понимаете, что здесь именно люди собираются. Чем больше будут нас репрессировать, тем больше люди будут собираться. То есть именно этот посыл сделали личане. Они пришли, они показали, что если вы нас будете репрессировать, мы придем еще больше. Вот и все. Дякую великі вам. Нагадаю, гэта жывая трансляцыя з Ліды. Не глядзячы на дождж, тут з сотню людзей выйшлі і стаюць у чарзе, каб падпісацца за вылучэнне Святланы Тихановскай у кандыдаты ў прэзідэнты. У той час, як яе муж, блогер Сергей Тихановскі, знаходзіцца ў изолятары часовага ўтрымання у горадні, бо ён быў затрыманы учора на Савецкай плошчы. Нам рассказывали, что гэтая чарга была яшчэ даўжэйшая у некалькі разоў. Тут працуюць адначасова 6 сталоў і абяцаюць працаваць сёння да 10 вечара, як гэта і запланавана было, і як дазволена цэнтральным выбарчым кандыдатам. Добрый день.
Гэта жывая трансляцыя радыё Свабода. Вось хацелі спытацца пра тое, што вы думаеце наконт вось таго, што адбываецца зараз у Лідзе. Все хорошо. Все как и предполагалось. То бок вы самі чакалі, што падобная колькасць людзей прыйдзе сёння на гэты пікет? Да, конечно. Ну, вы уже опоздали немножко, но народу очень много было. Ну, дождь, наверное, помешал. Як вы думаеце, чаму вось людзі так масава выйшлі? Як вы думаете, чему? Я не знаю. Скажи, стоп, таракан, и все будет в порядке. А вы ведаеце апошнія навіны пра Сергея Ціхановскага і іншых людзей пра крымінальную справу, якую узбудзілі? Нет, ну мы смотрели вчера вечером. Сегодня, вчера, а что там? Нет. Крымінальную справу узбудзілі і да 6 гадоў пакарання ім зараз можа быць. А за что? Гэта правда, гэта ўжо Міністэрства ўнутраных спраў распаўсюдзіла за нанесенне цялесных пашкоджанняў супрацоўнікам унутраных дзел. Ну там же на видео видно, что он сам упал. Ну, то есть двое помогли поддержать. Ну это фальсификат, блин, ну что тут говорить, просто... Ну будем смотреть, что будет дальше. Мы все равно будем выходить до последнего. Ну, нам терять нечего, какая разница. Пускай наши дети хоть поживут нормально, правда? Да. Добре, дзякуем вялікі. Добрый день. Это живая трансляция Радио Свобода. Я кандидат протеста. Беркус Регина из Лиды. Вот. Как говорил Николай Викторович Статкевич, встали из окопов и пошли 30 человек. Ну, впоследствии, вы знаете, нас никого не зарегистрировали. Мы хотели встречаться с людьми, проводить пикеты каждый день, но нам не дали этой возможности. Возможно, власть испугалась, и, думаю, серьезно испугалась. Вот. Теперь мы терпим репрессии. Вот сегодня, чтобы мы сюда не пришли, не буду многословной, я получила вот такой документ. Это протокол. То есть состоится суд. Но мало того, что получила я такой же документ, получил мой брат родной. А сейчас он смотрит за мамой, и политикой не может заниматься, исходя из этого. Так что вот так живем в Лиде. А за что? А за что? Потому что мы пришли на стрим к Тихановскому и просто со стороны наблюдали, поговорили с людьми. Тут у Лиде? Да, в Лиде у нас. А то бок Сергей Тихановский уже приезжал сюда у Лиды. Приезжал. Он был 22-го, по-моему, где-то раньше, в такое же время. И вот они хотят подавить, наверное, любые взгляды, против какие-то... Ну, мы должны думать так, как они думают. Но мы же не можем так жить дальше. Это очень тяжело. На регионах вообще тяжело. Если в Минске, может быть, какие-то зарплаты у людей выше. Вы же сами посмотрите. Я просто ждала это больше 20 лет, чтобы люди вышли вот так. А сегодня, смотрите, в дождь люди стоят. И ничего не напугало. Даже в Гродненске вчерашние события людей не напугали. Я стою вся мокрая. Вот такие дела у нас. Вы кажете, что больше 20 год чакали, каб люди вышли, а вот подобная колькость людей, як сегодня была у Лиды, ці вы бачили? Знаете, я не могу посчитать, но очередь была, конечно, для Лиды очень далеко, почти до Приорбанка. Нет. Ці вы можете порівняти з іншими протестами, які в городе здаралися? Ну, по-моему, это некрасиво немножко будет с моей стороны. По-моему, все люди как-то стараются, идут против диктатуры, против режима существующего теперь. Все люди хотят жить в цивилизованной краине. Молодежь не хочет выезжать. Это поехать где-то работать, жить на чужбине, это очень тяжело. Не видеть ни родителей, ни детей, ни жен. Вы сами посмотрите, какое поколение. Правда, разное. И старшее поколение, и младшее стоит. Очень тяжело. Вот все, что я хотела сказать. Может быть, еще добавила, что, ну... Добре, дякую вам велике. Так, я вось хацеў дакладней, што крымінальная справа заведзеная за учыненне гвалту у адносінах да супрацоўнікаў унутраных спраў і па гэтым артыкуле можа пагражаць да 6 гадоў пазбаўлення волі. Добрый дзень. Гэта жывая трансляцыя Радыё Свабода. Распавядзіце, калі ласка, што адбываецца тут цяпер і як вы даўно сюды прыйшлі і чаму? Мы пришли по доброй воле, потому что устали от этого руководства, устали от такой жизни. Просто-напросто уже люди измучены, люди от отчаяния не знают, что делать, и мы хотим перемен.
Вот. Мы видим, что нужно менять, не просто менять, а менять в корень всю систему, потому что по-другому нельзя. Я хочу сегодня, чтобы мои дети, чтобы мои внуки жили замечательно, хорошо, в такой чудесной стране, как наша Республика Беларусь. А вы менавіта за гэтага кандыдата хочаце падпісацца? Да, за этого. Чаму? Ну, наверное, начнем с того, что просмотрели очень много его роликов. Человек стремится что-то сделать для людей. Вот, это первое. Второе, ну, начнем с того, что, наверное, больше всего он молодой, он энергичный, он, будем говорить, продвинутый человек. За ним пойдут люди. И мы тоже пойдем. Вы збіраліся прийсці сёння у любым выпадку? Мы приехали с деревни, мы только что, точнее, мы живем в Лиде, мы поехали в деревню сейчас, поработали и приехали сюда. Вот, для того, чтобы именно успеть сюда, попасть, для того, чтобы поставить подпись. Не страшись надворья? Ну, нет, абсолютно нет. Наверное, душу греет больше сама ситуация, что хотим перемен. Што вы думаеце вось наконт узбуджанай крымінальнай справы адносіных да кагосьці затрыманых учора ў горадзе людзей? Во-первых, это провокация. Это была полная провокация. Как бы в глубине души мы ожидали, что что-то подобное случится. Но это было подло. И, ну, как сказать, ну, может и будет. Потому что наши власти не оставят. Таких людей они не оставляют. Они в любом случае их могут затоптать, унизить, уничтожить, убить. Вы сами знаете. А не было самим страшна пасля вось гэтага міліцэйскага умешательства учора самим сёння прыходзіць падпісвацца сюды? Нет, не страшно. Однажды давным-давно в Минске я уже попала в ситуацию, когда я стояла на видеокамеру, снимала мирное шествие, и мне подошли, милиция подошла и просто сделала подножку дубинкой. Я упала на коленки, у меня вырвали видеокамеру, порвали кассету. Ну, как бы, будем говорить, я сталкивалась с подобной ситуацией. Мне не страшно. Я боюсь больше за своих детей, за судьбу своих детей и внуков. Поэтому мы здесь. Добра, дзякуй вам вялікі. Нагадаю, гэта дажджлівая Ліда. Тут вось, ну, трохі становіцца меней людзей, але нам кажа, што да таго, як пачаўся дождж, і раней былі большыя, была нашмат большая чарга. Тут збіраюць подпісы за Святлану Ціхановскую, якая вылучаецца ў кандыдаты прэзідэнты, на фоне таго, што учора ў горадні былі затрыманыя прынамсі 12 чалавек, які ўдзельнічалі ў учорашнім аналагічным пікеце там. І вось па гэтай крымінальнай справе да 6 гадоў пазбаўлення волі пагражае за учыненне гвалту супраць супрацоўніка ўнутраных спраў. Вось, давайте яшчэ паговорым з кімсьці з тых, хто сюды прыйшоў. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Радыё Свабода. Вось вы з сынам прыйшлі сюды? З сыном пришел сюда. Ой, пробачьте. Вельми незручно. Пробачьте. Сынок, держи. Подержи, пожалуйста. Чаму праз такія нязручнасці все роўна вырашылі прыйсці? Ну, я не знаю, это моя позиция такая. Ну, и возможность просто вот без сына не получилось бы прийти, поэтому я хотел бы, ну, по закону иметь вот право дать свою подпись за кандидата в президенты. Поэтому я здесь. Чым вам гэты кандыдат імпануе? Усяго 14 зараз зарэгістраваныя. Ну, знаете, тут сложно сказать, с чем. По большей части, наверное, ну, хочется просто всем дать возможность, по крайней мере, вот на начальном этапе. Дать возможность быть кандидатом и участвовать. А там дальше уже будет народ определять, выбирать своего кандидата. А ці заўважная выбарчая кампанія іншых кандыдатаў тут у Лідзе? Ну, нет, я не слышал пока. Поэтому я вот узнал, что у нас будет
кандидат за Светлану Тихановскую. И я решил приехать, несмотря на погоду. Вось Александр Лукашенко кажа, што ён 200 тысяч за пару дзён сабраў. Ці ведаеце пра падтрымку ягоную тут? Ну, я не знаю, я не могу сказать точно, чтобы я что-то слышал. По большей части я не сильно к политике касаюсь, поэтому про государственную, про властную систему, поэтому я думаю, что очень возможно. Но это не совсем, наверное, честно тогда, когда остальным нужно вот как-то получать голоса таким образом, а кто-то уже их набрал. Я думаю, так. Дзякую вам вялікі. Дождь тут у людзей толькі ўзмацняецца. Людей становится менее, але не нашмат. Тут все роўна, напэўна, каля сотні чалавек прысутнічае зараз. Вось можам падысці туды давайте паспробуем падыдзем да тых намётаў, дзе збіраюць подпісы. І вось можаце пабачыць, у якіх умовах праходзіць збор подпіса. Можа, з іншага боку можам абысці і паказаць гэта. Вось я хацеў таксама нагадаць, паведаміць, стала вядома, што іншыя кандыдаты прэтэндэнты ў кандыдаты ў прэзідэнты падтрымалі Святлану Ціхановскую і яе мужа Сергея Блохера. У прыватнасці запісала зварот жонка Валерыя Цапкалы з падтрымкай Святланы Ціхановскай, і разам яны, Валерыя Цапкала са сваёй жонкай, паставілі подпіс за вылучэнне Ціхановскай у прэзідэнты. Так, вось стаяць з чырвона-белым сцягам. Гэта кандыдаты, пратэсты якіх не зарэгістравалі. Так, давайте пройдем еще, да, и поговорим с людьми. Ребята, ради свобода. Прямой эфир или через вас в Европу обратиться можно? Что? В Европу обратиться, чтобы они не давали им денег. Можете выказать, распавесці, што тут адбываецца і што вы думаеце наконт сітуацыі пра апошніх сутак? А какая ситуация? Она не менялась здесь. Люди за перемены. А почему Европа дает ему деньги, кредиты дает? Зачем? Чтобы он содержал своих этих псов, шакалов этих. Нельзя давать ему деньги. Вот через вас обратиться, чтобы они не давали деньги ему. Нельзя ему давать деньги. Эти деньги народу не попадают. Они все остаются у прикорытников. Я сам лично брал кредит в Газпромбанке. И эти деньги я потом сопоставил факты. МВФ перечислил в РРБ банк, а РРБ банк через банки-партнера раздавал эти деньги под сумасшедшие проценты. Поэтому нельзя ему давать деньги ни в коем случае. А Европа собирается ему кредиты давать. Добрый день. Добрый день. Мы за вольные выборы. Мы ничего не просим. Вольные, справедливые выборы. Мы хотим жить у свободной краине. Без хлусни, без бету, без крови. Нам потрібна вольна Білорусь.
Мы любим свою краину и хотим жить, как наши дети и внуки жили у вольной краине, как имели право голосу, как имели свободу, как могли что-то сказать, а не бояться и ховаться. Мы за Беларусь, мы белорусы. Мы подтримливаем только тех людей, которые мають що сказати і ведають, як це зробити. Ви кажете, ви за вольні вибори. Думаєте, у 2020 році такі вибори можуть прийти? Я думаю, що це так. Коли нас таких буде шмат, я думаю, що це так і буде. Дякую вам велике, що ви є. Дякую. Дякую вам. Добрый день. Это Радио Свобода, живая трансляция. Вы хотите что сами сказать? Да, я хочу сказать, потому что я кто сочу за вами вчера и сегодня. Хочу сказать я, как мать троих детей, что я вырастила детей. В 1994 году были первые мои сознательные выборы, когда я пришла на эти выборы. Голосовала за Зенона Поздняка, голосовала за вольную Беларусь. Мои две дочери закончили, слава богу, походжение мамы польские, польский язык узнают и белорусский, знали. И очень больно, что сейчас мы уже не белорусы, что столько лет и нас разучили нашей культуры, разучили наших традиций, не учат. И мне очень больно. Аля, хочу сказать, что с 1994 года, 1994 было в 2006 году на выборах. И сегодня очень, боже, счастлива, хочу сказать, потому что вижу рядом с собой моих детей, которые уже взрослые и пришли сегодня сюда. Пришли, значит, мое воспитание как матери не осталось бесследно. Они пришли, чтобы показать, что они имеют дети, они хотят другого будущего за своих детей. Поэтому я, скажу, что я счастлива, что вижу своих детей и вижу молодежь. Вот это я, правда, хотела сказать сама. А вы сами отсюда с Лиды? Лицкие, да, мы все лицкие. Дети у меня две здесь, но третий ребенок еще студент учится, но не здесь. Расскажите, наколькі гэта увогуле звычайная ситуация, вось як сёння адбываецца тут для Лиды? Я хочу сказать, в общем, я вижу молодежь, и в основном мы живем в Лиде, тут такие круги нас. Те люди, которых я знаю, они и есть здесь. Те, которые, наверное, со мной тоже мало общаются, их и здесь и нету. Понимаете, как? Мне кажется, еще мало нас, але мы должны выходить. Хорошо, что очень много молодежи. Меня это очень радует, bardzo тешит. То, что молодежь выходит, что они хотят иметь свои корни. Они хотят развивать свое дерево, чтобы оно развивалось и росло красиво, а не просто увядало и гибло. Просто гибнем. Просто мы гибнем. Вы моложе уже все меня, вы мои дети. Распавядзіце, калі ласка, нам наконт Сергея Тихановскага и того, что отбылося учора. Что вы думаете? Я вчера лежала уже в кровати. Я готова была ехать в Гродно. Потому что, как поняла, что без 5-10 вы должны 22 разойтись, я уже немножко успокоилась, нашла таких эмоциональных подруг своих, как я, и мы успокоились. И, конечно, я ж вижу уже, все время интересуюсь этим, но это всегда. Слушайте, легко убить человека, где наша совесть? Почему мы только живем телом? Как-то должны меняться. Бога бояться, в конце концов. Люди милые, потому что, жизнь она такая короткая. Забавьте, теперь этот коронавирус, мы все не видим друг друга. Но внутри же мы живем одной семьей, мы целые, мы дышим вместе. Нам Бог всем дал пользоваться этой землей, солнцем, всем, свои культуры musим иметь. И делиться ими, радоваться жизни, а не убивать. А у нас сейчас просто убить, молчать, спрятаться, уткнуться где-то и все. Я боюсь, мне повредит. А чем уже повредит? Уже ничем не повредит. На сегодняшний день, наверное, убьют, то будет приятнее, чем просто, знаете, как никем остаться. То хоть знать за что. С гонором поднять голову и погибнуть, хоть знаешь за что. Дякую вам велике. Это мое такое здание. Дякую. Вельмі эмацыйныя жыхары Ліды прыйшлі сёння на пікет у падтрымку Святланы Тихановскай. Вось у таких умовах под парасонами у дождевиках люди збираюць подпісы за вылучэнне Святланы Тихановскай у прэзідэнты. А колькі, дарэчы, зараз часу? Зараз без 10, амаль без 5, без 5-4. А 16 гадзіне пачнецца трансляцыя яшчэ аднаго папулярнага кандыдата у кандыдаты
Віктора Бабарыкі, і вось у інтэрнэце шмат хто піша, што чакаюць ягонай пазіцыі і ягонай рэакцыі на тое, што адбылося учора у горадні, і у сувязі з тым, што вось сёння абвесцілі пра прысуд, не прысуд, а абвінавачанне і завядзенне крымінальнай справы за гвалт супраць супрацоўнікаў унутраных спраў. Добрый день. Добрый день. Гэта жывая трансляцыя радыё Свабода. Прыехалі адмыслова вось у Ліду. Скажыце, вы прыехалі, калі ўжо пачаўся дождь, ці стаялі тут раней? Я работаю здесь недалеко, только что пришла. Вот сейчас, как дождь идет, и стоим. Што ці за іншых кандыдатаў вы падпісваліся таксама ўжо? Нет, только за Сергея. Ага. І ведаеце яго і даўно? Ну, наблюдаю в интернете, оттуда и знаю. Што вы думаеце вось пра сітуацыю, якая ўчора здарылася ў горадні з затрыманнем? Ну, отрицательно отношусь. Такая же несправедливость и обман, как и везде. Ничего нового. Як вы думаеце, чым гэта можа скончыцца? Вось зараз яшчэ каманда Святланы Ціхановскай удзельнічае у вылучэнні у кандыдата ў прэзідэнты. Вось, як вы думаеце, што можа здарыцца на гэтых выбарах? Вы имеете в виду, кто по итогу выиграет или какие будут еще последствия? И то, и то. Ну, я думаю, что будет все равно Лукашенко Александр Григорьевич. Просто даже если посчитать те категории людей, которые за него голосуют, военные, милиционеры, пенсионеры, половина, которые не понимают ничего, молодежь, которая не придет, тех, кого заставляют на заводах, на предприятиях, ну, это все равно больше половина нашего государства. Мы меньшинство, и я думаю, все равно будет Лукашенко, а Тихановский, чтобы жив остался. Не надо. Можно продолжим эту тему? 50 на 50, я сказала. 50, которые понимают, а 50 все-таки остались. Давайте пройдем по очереди, я поговорю еще, если хотите. Добро. Вы хотели что-то додать? Да, добавить в эту тему. Добрый день. Всем привет в интернете. К сожалению, основная проблема белорусов, что мы только в интернете. К сожалению, опять повторюсь, не согласен с женщиной, что у нас выберут в стране Александра Григорьевича, потому что, к сожалению, в стране нету выборов. И если каждый, кто идет сюда, кто смотрит эту трансляцию, кто смотрит ролики какие-то в интернете, будет задумываться, если у нас в стране выборы, тогда мы сможем, сконсолидировавшись, сделать что-то. Каким образом? Я, как рядовой работник предприятия, подрабатывающий на еще второй работе, там, обеспечивающий свою семью, я не знаю. Это не моя задача. Задача тех, кто идет в президенты, в депутаты, как бы донести до народа, донести до людей, каким образом мы сможем сменить власть. Через выборы, но если голоса не считают, каким образом, я не знаю. Через протест. Вчера Сергея детской провокацией, его нету. Хотя люди под дождем стоят, ну, как бы уже второй час я здесь. Просто стою, наблюдаю, что происходит. Спасибо вам, что вы приехали. Только сконсолидировавшись вместе, мы сможем что-то сделать. Я не говорю, что надо свергнуть Лукашенко. Надо там устроить что-то. Надо честные, справедливые выборы. Просто, чтобы наши голоса считали. Все. Как этого достичь? Давайте думать вместе. Пресса, кандидаты в депутаты, точнее в президенты. Да и в депутаты, если у нас нет парламента, то то же самое. Вот у нас флаг висит, да? Наведи камеру, пожалуйста, на флаг. Есть
оклич «Живе Беларусь», люди все, типа, не, митинг, нельзя. Ну как, это же флаг. Давайте тогда будем кричать уже «Помирай, Беларусь». Тогда будем кричать «Помирай, Беларусь». Нашим детям тут жить, а не доживать. Дякую. Пусть наши кандидаты в президенты подумают, если есть у них цель быть президентом, как защитить голос каждого гражданина. Через площадь, сомневаюсь. Через выборы, сомневаюсь. Варианта третьего я не знаю, к сожалению. Только вот такими митингами разрешенными, без драк, кровопролития, прочего, можно что-то сделать. И самый важный момент. Митинги, протесты страдают те, кто на предприятиях. Вот все слышат то, что было в скорой, да, там, вот меня, может, попросят с работы, еще людей попросят с работы. То это тоже надо что-то с этим сделать. Хотя я ничего крамольного не говорю. Просто, чтобы были выборы. Спасибо. Ви не ви працюєте на яким державним підприємством? Да, державным, так. І не боїтеся... Боитесь, бо так само может быть переслед, може меня вызовут до директора, до ще кого, і попросять мене з підприємства. Може бути. Але я за те, щоб у нас була білоруська мова, щоб у нас лунав наш стяг, щоб у нас люди не були за чарку і шкварку, щоб у нас нечто, які переміни були в Україні. Дякую вам велике. Ось ще добрий день. Ви хотіли прокоментувати про те, що пенсіонери не... Да? Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийти на цей пікет сьогодні тут у Лідзі? Альтернатива повинна быть, правильно? Не один же может быть не президент за стільки лет. Тим більше, що наш батько, як кажуть, батько, пустив дітей по світу. Де наші всі діти працюють? Хто в Польщі, хто в Росії. Поэтому, можливо, щось треба міняти, можливо. Поэтому, да, я за молодь. Але звичайно кажуть, що люди старшого покоління вони більш задоволені діючою владою. Это разные поколения. Да, троху добавь пенсию, уже счастье, а надо же про детей дбать. Правильно? Где наши дети будут пробить? Еще годов 10, немагчимо. Весь бизнес отдаден России. Поглядите, весь бизнес, да. Россияне захватили весь бизнес у нас в Беларуси. Узбеки, кто хочет, только не белорусы. А белорусы повинны ехать за границу працевать, как рабы. Это мое мнение, ви як хочете. Добре, дякую вам велике за ваше міркування. Тут на дворі не поліпшається. Напевно, праз тэхнічныя магчымасці мы не зможам доўга працягнуць гэтую трансляцыю. Але пакуль яшчэ час пагаворым з жыхарамі Ліды, якія прыйшлі, нягледзячы на гэты моцны, сапраўды моцны дождж. Мы тут 20 хвілін і ўсё роўна парасон не моцна ратуе, уже прамакаем. Добрый... Ой. Добрый день. Живая трансляция «Радио Свобода». Вы збиралися приходить за Светлану Тихановской сегодня подписываться так само? Да, наверное, так само. Я не знаю, если тут за каждого можно давать подписи, если всех оппозиционеров, так я и за каждого дам. Альтернатива должна быть, что было записано в 1994 году, 2 раза не более, а он все поменял. Он принимал присягу под бело-червоным флагом и на белорусском мове. Он, значит, зрадил Конституции и народу, раз он все поменял. И сейчас уже отдать России нас,
Если еще Путин переизберется и он, так не будет альтернативы. А белорусский народ на 80% тем более, они белорусы. Если не будет зникни мова, зникни народ, зникни нация. И мы, як страна, просто зникнем из карты Европы, складем в склад империи, зайдем. Так, а это гибель народа и державы. Так не повинно быть. Повинно народ мець свою мову, і коли викладалося Смоленство, як було в 94 году, садки і школи всі изучали мову, який був склад народа, як вони хотіли. Как за 25 лет вивчали всю мову, так ми така були єдина сплочена держава, і сила була. Тому що нація, тоді нація держава, коли народ знає свою мову. От на цьому дякую за все. Дякую вас. Дякую вам. Добрый день. Живая трансляция «Радио Свобода». Хотели вас поцікавитися міркуванням про увогуле вибори, які сьогодні будуть проходити. Що ви думаєте на цей конт? Ну, что я думаю? Как и весь народ, думаю, как была правда, правда и только правда. Как не примушали. Вот. Как говорится, спасибо Григоричу, але до свидания. Вот и все. Дякую. Добре, вельми коротко. Шановні глядачі, на жаль, ми не можемо далі у гэтых умовах працягваць трансляцыю. Нагадаю, мы приехали у Лиду, где проходит сбор подписаў за Святлану Тихановскую. У той час, як яе муж, блогер Сергей Тихановский, і яшчэ 11 чалавек затрыманыя знаходзяцца ў горадзе, і Міністэрства ўнутраных спраў паведаміла пра ўзбуджэнне крымінальнай справы за гвалт над супрацоўнікам унутраных спраў. І гэта пагроза можа прынесці пагрозу пазбаўлення волі да 6 гадоў. Калі ласка, подписывайтеся на наш YouTube, на іншыя сацыяльныя сеткі. Мы будем працягваць аглядаць гэту палітычную кампанію. А калі у вас ёсць нейкія навіны, то пішыце нам у Telegram. Дякую, што заставаліся з намі. Побачимся яшчэ на Свободе. Спасибо, что в такую непростую погоду. Ну, на потрассе такая. Радость свободы, да. Сколько годов. Дякую. Там про Сергея есть информация? Да, мы сами раньше были. Да, мы в Гродні були, мы перші Ви зараз про кримінальну справу. Да, завели кримінальну справу, невідомо на кого, просто кримінальну справу загував. Це за що на його? Ну, не ведаю. Мы раньше приехали у Рауса и доведали, что я заблиману там. По этой справе. Ну, невідомо хто. Невідомо по якій справі. Просто, що приходить...